Прямой эфир телеканала «Якутия-24». Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите далее. Массовое отравление в Алекминске. 15 детей и 2 взрослых поступили в инфекционное отделение ЦРБ. Все они жители села Улухан-Мунку. Напряженность в Усть-Майском Улусе. В Эльдикане весенний паводок окружил весь поселок, отрезав село от нефтебазы и авиапорта. Какова ситуация? Первое судно в новый причал. В Якутске встретили первый теплоход навигации 2019. Решение проблем обманутых дольщиков Айсен Николаев встретился с зампредом России по строительству Виталием Мутко. Кому опекать пьяных? В Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители. Идею широко обсуждают. Первые серьезные испытания. По всей стране стартовал обязательный государственный экзамен для 9 классов. Сюжет из Алдана. В Алекминском районе местных жителей госпитализировали с симптомами отравления. Среди них 15 детей и 2 взрослых. Все они поступили в инфекционное отделение Центральной районной больницы. Как оказалось, все обратившиеся в госпиталь жители села Улухан-Мунку. Разбиралась Елена Фаст. 23 мая в инфекционное отделение Центральной районной больницы поступило 10 детей и 1 взрослый. Все дети ходили в начальную школу-сад села Улухан-Мунку. Предварительный диагноз – пищевое отравление. 24 мая Центральная районная больница организовала выезд в село для проведения осмотра. 22 мая – дата, когда появились первые симптомы, в начальную школу-сад пришло 28 детей. Осмотрено в общей сложности 24. У всех была одинаковая симптоматика, то есть у всех была многократная рвота и разжиженный стул 1-2 раза. На следующий день утром они обратились на скорую и были госпитализированы. Сегодня на ФАПе Улухан-Мунку были осмотрены дети, и также было выявлено еще 3 больных. И они тоже будут госпитализированы в инфекционное отделение. На сегодняшний день 15 детей будут находиться на лечении в условиях инфекционного отделения Центральной районной больницы. По словам повара, меню в этот день было обычным. Гороховый суп, гречка с тушенкой, кисель. Это на обед. Утром тухатай. Молочный суп было, чай с молоком, хлеб с маслом. А тухка была. На полдник пшенка, каша и печенье. Печенье было. К 24 мая было выявлено и госпитализировано еще 5 детей. Также утром поступил на лечение еще 1 взрослый. Началось все рвоты. Вечером и с утра тоже рвота, после как покушала. И вот мы сразу обратились в больницу. Приехала врач у нас к нам, в Улухан-Мунку, и всех по направлению сюда отправила. На сегодняшний день какое состояние? Состояние сейчас уже на улучшение идет. Да. Медсестры, санитарчики очень хорошо за нами ухаживают. Все для нас, создают условия. На это время все они размещены в инфекционном отделении города Алекминска. Госпитализировано в данный момент 15 детей, 2 взрослых. Состояние больных средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное. Пациенты находятся в инфекционном отделении. Оказание медицинской помощи осуществляется в полном объеме. Лекарственные препараты в наличии имеются. Село Улухан-Мунку имеет фельдшерский пункт. По вызовам населения обслуживает врач Абагинской больницы. К ней и поступили первые жалобы. Непосредственно к вам обращались, да? Да, именно ко мне по телефону. Сказали, вот быстренько приезжайте, пожалуйста, в Улухан-Мунку для осмотра детей. Ну и взрослых, конечно, тоже. В связи с ситуацией врач совместно с медицинской сестрой будет держать на контроле состояние здоровья жителей. В свою очередь были проведены проверки органами Россанпиднадзора. Начальная школа-сад закрыта с 24 мая на 5 дней. Причины случившегося выясняются. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Несмотря на спад уровней воды на реке Алдан в Усть-Майском районе, ситуация в некоторых поселениях остается напряженной. Например, в поселке Эльдикан весенний паводок окружил поселок, отрезав село от нефтебазы и авиапорта. Репортаж Юрия Таюрского. Пиковый уровень подъема воды в этом году в Усть-Майском районе не дошел до критического. Несомненно, помогло разрушение льда силами взрывников МЧС на затороопасном участке ниже наслега Кюбцы.
Только с третьего раза удалось ликвидировать затор на участке Сымнар, предотвратив ситуацию прошлогоднего разрушительного затопления поселений Кюпцы, Эльдикан и частично Жанцы. Да, во время этого ледяного затора опасения были. И тогда вода у нас поднималась очень быстро. Но сейчас, пока больших опасений нету, вода у нас медленно поднимается. Жители готовы в случае объявления чрезвычайной ситуации. Если в наследах Кюпцы и Жанцы сейчас нет даже подтоплений, то в поселке Эльдикан весенний паводок окружил весь поселок, отрезав его от нефтебазы, авиапорта, горняцких поселков. Большая вода держит напряжение жителей, руководство поселения и района. Но эльдиканцы стойко переносят невзгоды и к ним основательно подготовлены. То есть ситуация пока под контролем, все работает в штатном режиме, магазины работают, банк работает, электроэнергия есть, котельные работают, тепло в домах и учреждениях, магазины, все работает в штатном режиме, школа, детский сад, больница. Хотя в этом году максимально достигший уровень воды 14 метров 49 сантиметров, это на 50 сантиметров ниже критического. Но дворовые территории и огороды начало подтапливать. Однако ни в один дом вода не вошла. Но паники у людей нет. Хозяева дома по улице Советской, 28, делали отметки пиковых наводнений. И мы сейчас можем увидеть, в каком году вода поднималась выше критического уровня. Самый большой в 18 году? Да, получается, 55-й был похожий. 18-й. Вижу, ага. 2002, 98-й, 83-й. 83-й. И все-таки на сегодня, несмотря на небольшое по сравнению с прошлым годом половодье, тревога у руководства района и поселения остается. Если уровень воды успеет существенно понизиться до начала таяния снега в горах, так называемой черной воды, то эльдиканцы смогут вздохнуть спокойно. А пока они отрезаны от внешнего мира и передвигаться могут только на моторных лодках. Юрий Таюрский, Усть-Майский район. Осложняет ситуацию в Усть-Майском районе отсутствие сотовой связи. В поселке несколько дней нет сигнала у клиентов мобильного оператора «Мегафон». Из-за этого местные жители в Усть-Мае остаются без оперативной информации по паводку. В последние 3 дня в Усть-Майском районе отвратительная связь сети «Мегафон». Это осложнено тем, что у нас начался паводок. Люди хотят узнать информацию по паводку, к чему им быть готовыми, готовятся ли к эвакуации, как поднимается вода. Дозвониться никуда практически невозможно. Ни днем, ни ночью нет никакой связи. Посмотрите, какая стоит погода. Везде дождь, грязь, слякоть. Утром я вижу, как мамочки тащат бедных детей по дождю из-за того, что они не могут дозвониться, вызвать такси, просто отвезти детей в детский сад. И я считаю, что это несправедливо. Мы регулярно оплачиваем сеть «Мегафон», но такое качество услуг просто, я считаю, это возмутительно. А в Среднеколымске наблюдается частичное подтопление 16 дворовых территорий. Все жильцы заранее отселены по родственникам и знакомым. Подготовлены 3 пункта временного размещения вместимостью более 300 человек. Пункты обеспечены всем необходимым. Сохраняется и подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта. Организованы вертолетные стыковочные рейсы через поселок Белая гора. Для мониторинга паводковой обстановки в поселке Зырянка и городе Среднеколымске работают 2 оперативные группы. В ближайшие сутки ожидается понижение уровней воды. Тем временем в Якутск прибыл первый теплоход навигации текущего года. По традиции встреча прошла в торжественной обстановке. В этом году прибытие судна особенно важно для речников сразу по ряду причин. Одна из них – это причал, который принял теплоход. Он новый, собственной компании «Лорб». Репортаж с Аргаланы Захаровой. Раннее утро, над рекой поднимается туман. И в такой загадочной атмосфере речники встречают первое судно навигации этого года. Сухогруз СОД-1115 доставил из Иркутской области в столицу Якутии 1500 тонн пиломатериалов. Шел 5 дней. Обстановка на реке спокойная, говорит капитан судна. Хорошая, большая. Сюда вывозят полностью груз, полной загрузкой. Ниже Витима вода больше. Сюда к Якутску большая вода, выше уровней. Слушай, 500 глубины дают. Полной загрузки ходить. Прийти первым в навигации, да еще и в такой год, одновременно и ответственно, и приятно, говорит капитан. В этом году речники Якутии отмечают 125-летие с установления регулярного судоходства на главной водной артерии республики. Немаловажен и тот факт, что СОД-1115 стал первым, кто пришвартовался на собственном причале Ленского объединенного речного пароходства.
Сухогруз СОТ-11-15 сейчас в это время отгружается. Это первые 1500 тонн груза, который принял новый причал. А в течение всей этой навигации 2019 года здесь пройдет больше 120 тысяч тонн грузов, жизненно важных для всех якутян. Из них 90 тысяч, 90-100 тысяч это будут контейнера. В основном он будет нынче у нас работать по контейнерам. Остальное все это генеральный груз, который будет отгружаться в дальнейшем, там, примерно ближе к осени, на севера, будут на Арктику. В целом, если говорить о навигации этого года, то за сезон в республике планируют доставить до районов 1 миллион 200 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. У нас уже со вчерашнего дня произведена отгрузка первых судов шахты Джибарь-Кихая. Мы 30 тысяч тонн угля должны доставить для нужд Ангинского района. В мае месяце отгружаемся уже углем на реку Вилюй. Многое для речников зависит от погоды. Первое судно пришло в Якутск без особых трудностей. Надеются, что и вся навигация пройдет так же спокойно. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Готовы к капризам природы и в судоходстве. Верховьем реки Лена. Но на данный момент вода была небольшая, как в прошлом году. И она уже падает по 20-30 сантиметров. Поэтому мы готовы ко всем развитию ситуации, мы готовы по перевозке. Порядка 700 единиц флота обеспечат навигацию этого года в Якутии. Из них 300 полностью готовы к работе. А сухогруз СОТ-11-15 уже в эти дни пойдет в следующий рейс. С Хангаласского Улуса до Ленска. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Открытие навигации отметили в Ленском речном порту. Первым судном, прибывшим в Ленск в этом году, стал теплоход СК-2085. Корабль доставил технический груз для компании «Алроса» из Усть-Кута. Несмотря на масштабные кадровые изменения и реорганизацию предприятия, сотрудники Ленского речного порта в полной готовности к навигации. Перевезти предстоит 380 тысяч тонн грузов. В соответствии с этим мы и штат работников набирали, сезонных, я имею в виду портовых рабочих, крановщиков, мастеров. Все суда, естественно, все клиенты у нас. Поэтому такой рейд у нас образовался с первого дня навигации. Но, тем не менее, мы уже в первые сутки выгрузили более 4000 тонн. И я думаю, с этим наплывом судов в течение 2-3 недель мы разберемся и справимся. К другим темам в Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители. Сейчас эту идею широко обсуждают по стране. Нужны ли вытрезвители в Якутии? Кто и как будет заниматься гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения? В теме разбиралась Ульяна Шагина. Вытрезвители обязательно нужны. Почему? Потому что люди, чтобы не замерзали зимой хотя бы на улице, хоть из-за этого. Зимой замерзнуть могут люди. До 2011 года в Якутске существовал единственный медицинский вытрезвитель, и находился он вот в этом здании. Сейчас он находится в таком вот заброшенном состоянии, а раньше сотрудники правоохранительных органов доставляли сюда до 120 человек в сутки. С тех пор функцию центров содержания нетрезвых в основном выполняют медицинские организации. К примеру, скорая может подъехать к человеку, если он лежит на улице и какой-нибудь случайный прохожий наберет 03. Во-первых, у нас повод вызову, который обозначен как «лежит пьяный». Ежегодно поступает более 6000 вызовов. Из них где-то 11% по статистике госпитализируется, то есть нуждается в медицинской помощи. До 2011 года всех нетрезвых на улицах могли задержать и доставить в органы МВД. Сегодня же в полицию доставляют только пьяных дебоширов и нарушителей закона. Если скорая помощь дает заключение, что его можно содержать, он просто пьяный, то тогда забираем мы, ну и, соответственно, доставляем отделы полиции, составляем протокол Кодекса административных правонарушений по статье 20.21, это нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Ну и мы можем содержать его 3 часа. После этого мы его вынуждены отпустить в любом состоянии. Причем каждого нетрезвого сотрудники полиции вынуждены освидетельствовать в наркологии. Многие из них здесь же и остаются. По Богдана Чижика для таких имеется специализированная карантинная палата на 5 койко-мест. После того, как человек протрезвел, если он не захотел продолжить лечение, врачи вынуждены его отпустить. У нас в течение года поступило около 1500 человек в состоянии острой алкогольной интоксикации или это состояние алкогольного опьянения. 35%
поступают по самообращению, остальные по скорой помощи. У нас добровольная госпитализация. Около 70% отказываются от дальнейшего лечения и уходят после вытрезвления домой. До 2011 года вытрезвитель в Якутске содержался за счет попавших сюда граждан. Суточное пребывание в этом учреждении стоило 1400 рублей. С улиц города сюда доставлялись даже те, кто не был сильно пьян и никому не мешал. Но была и светлая сторона. Это спасенные жизни и судьбы. Статистика говорит сама за себя. Ежегодно на улицах города от переохлаждения погибают порядка 30 человек. Законопроект сегодня требует тщательной проработки, чтобы вместе с вопросами профилактики правонарушений не ущемлялись и права граждан. После первого чтения законопроект будет направляться в регионы для дальнейшего обсуждения. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас короткая пауза, 1 минута, смотрите далее. Решение проблем обманутых дольщиков Айсен Николаев встретился в Москве с зампредом России по строительству Виталием Мутко. Первые серьезные испытания. По всей стране стартовал обязательный государственный экзамен для девятиклассников. Сюжет из Алдана. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Глава Якутии Айсен Николаев в Москве встретился с заместителем председателя правительства по вопросам строительства Виталием Мутко. Обсуждали решение проблем обманутых дольщиков в Якутии. По последним данным, в нашей республике существует больше 500 жертв недобросовестных застройщиков и мошенников. Исправлять ситуацию приходится региональным властям. В этом году из местного бюджета Якутии выделено 150 миллионов на решение проблем обманутых дольщиков, но этих денег хватит лишь на ввод 3 объектов. Без финансирования остаются еще 7. И чтобы их достроить, нужно 1,5 миллиарда рублей. И в решении данной проблемы нужна федеральная поддержка. Вице-премьер пообещал взять этот вопрос под контроль. Региональный образовательный центр «Сириус» откроют на базе Малой академии наук Ленский край. Об этом сообщили сегодня на встрече руководства республики с членом Президиума Совета при президенте по науке и образованию Еленой Шмелевой. Уже состоялось первое заседание попечительского совета Центра выявления и поддержки одаренных детей региона при главе Якутии Айсене Николаеве. Руководитель региона отметил, что это большой шаг к поддержке одаренных детей республики и развитию системы образования в Якутии. Он отметил, что передовые опыты работы должны быть доступны для каждого ребенка, даже для тех, кто живет в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Региональный центр «Сириус» должен тесно работать и с другими образовательными центрами, чтобы быть конкурентоспособным. Этот региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, он и создается для того, чтобы мы могли обеспечить выявление таких детей по всей республике, вне зависимости от того, ребенок живет в Якутске или, например, в Алаиховском районе. Для этого мы будем делать эту систему максимально прозрачной, открытой. Она будет в основном базироваться на онлайн-технологиях. Еще раз говорю, что мы намерены сделать так, чтобы никаких там субъективных факторов именно в отборе детей не существовало. Центр «Сириус» оказывает методическую поддержку в плане подготовки педагогов, и у нас большое количество педагогов уже прошло обучение, как и руководителей, и научных руководителей тех направлений, которые сегодня обсуждались и будут утверждены на попечительском совете. Второе – это мы развиваем «Сириус онлайн», образовательную среду, которая позволяет расширить максимально охват тех детей, которые заинтересованы в тех программах, которые здесь создаются, и продолжить их поддержку после выпуска очных программ и регионального центра, и центра «Сириус». По всей стране стартовал обязательный государственный экзамен для 9 классов. Сегодня учащиеся проверяют свои знания по иностранному языку. Само испытание состоит из 2 частей – устная и письменная. Работы будут оценивать по 5-бальной шкале. По информации Минобразования в республике к ОГЭ допущены свыше 12 тысяч детей.
Специально для этого организованы более 300 пунктов проведения экзаменов. А основные экзамены по русскому и математике начнутся 28 мая и 6 июня, соответственно. Отметим, что для получения аттестата девятикласснику нужно сдать 4 предмета – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Волнуюсь, конечно, очень ответственный день. Люблю английский, думаю, будущая профессия будет связана с иностранными языками. Хорошо знаю грамматику, лексику, чтение. И иметь большой словарный запас. В Алдане ученики 9 класса также сдают экзамен по иностранному языку. Данный предмет выбрали 25 учащихся, рассказывает Татьяна Вахнина. Обложку с паспорта снять, телефон и иные устройства сдать. С собой обязательно иметь черную гелевую ручку. Сегодня у девятиклассников первый экзамен по английскому языку. В Алданском районе этот предмет выбрали 25 человек. На базе школы номер 2, являющейся пунктом приема экзаменов, знание иностранного показывают 6 выпускников. Настроение хорошее, в принципе, уверен в себе. Думаю, что сдам. Выбрал английский. Наверное, потому что в будущем хочу стать журналистом. И пригодится в жизни вообще. Государственная итоговая аттестация по английскому языку включает 2 части – устную и письменную. Выбирая иностранный, школьники нацеливались в основном на будущую профессию. Немаловажное значение имел и уровень знаний предмета. Девочки очень хорошо учатся. Одна из девочек, Настя Солянникова, у нас победитель районной олимпиады по английскому языку. Все они выбирают английский язык целенаправленно, потому что в будущем хотят связать свои профессии либо с работой переводчика, либо журналиста. Не столь страшен экзамен, сколь ожидание неизбежного. Процедуру сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассники проходят впервые. Ребята стараются сохранять спокойствие, хотя легкое волнение, безусловно, присутствует. Сложно, но хорошо то, что были апробации. И поэтому они не первый раз проходят через вот эту систему контроля, знают всю процедуру, как проводится экзамен. Конечно, маленький, конечно, жалко, конечно, хочется, чтобы они были в более тепличных условиях. Но мы же понимаем, жизнь есть жизнь, и им все придется преодолевать. И это, наверное, их первое препятствие серьезное. Я думаю, они его достойно преодолеют и возьмут все вершины. Пожалуй, наиболее сложным для ребят становится время ожидания результатов. Оценки по английскому языку будут известны в первых числах июня. Впрочем, на тревоге много времени не будет. Совсем скоро следующий экзамен, и нужно готовиться к нему. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 2020 год для Алекминского улуса станет особенным, юбилейным. Район отметит 90-летие, город Алекминск 385-летие и 150-летие Спасского собора. Символично, что в юбилейный год в Алекминском улусе будет проведен Ысы Халанхо. Вопросы подготовки к этим мероприятиям обсудили на встрече первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и исполняющего обязанности главы Алекминского района Эдуарда Кондратьева. Национальный праздник пройдет в новом ландшафтно-этнографическом комплексе Аньяк-Кочето в местности Нагорный Энгельса. Эдуард Кондратьев ознакомил с ходом подготовки к масштабному мероприятию. Также стороны обсудили вопросы реконструкции перрона, рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы в Алекминске. День славянской письменности и культуры сегодня отмечают во всех славянских странах. Праздник посвящен чествованию святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Христианские проповедники в 863 году создали старославянскую азбуку и перевели Евангелие на славянский язык. В 1991 году этот праздник получил статус государственного. Сейчас фактически благодаря их работе Российская Федерация объединяет в своих границах многие народы, которые имеют общий язык для общения. Но мало того, этот язык повлиял и на культуру речи этих народов, и во многом на их литературный и современный язык.
В День славянской письменности и культуры по всей стране сегодня проходят концерты, фестивали, конференции, выставки, книжные ярмарки, литургии, крестные ходы. В столице региона, в Театре оперы и балета, состоялся большой концерт. Приняли участие симфонические хоры Государственной филармонии Республики имени Галины Кривошапко и детский сводный хор города Якутска. Сегодня Международным олимпийским комитетом было принято решение сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. Однако при этом исключить членство Международной ассоциации любительского бокса. Как заявляет сам МОК, такое постановление было принято в интересах самих спортсменов и всего бокса в целом. Квалификационный турнир на летние Олимпийские игры 2020 года будет проведен с января по май следующего года непосредственно в столице Японии и под зорким надзором самого МОК, из-за чего последующие чемпионаты мира по боксу больше не будут являться отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Окончательное решение будет принято на специальной сессии в июне в Лозанне. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24.